Сколько одновременно, вы сказали, я понял, что речь идет, This конечно, is не a о жилищном строительстве, demonstration масштабном of Flip for строительстве, Mac. а вот клиентоориентированном строительстве таком. Сколько одновременно проектов вы считаете возможно ввести для вашей фирмы, учитывая ее ресурсы, человеческие ресурсы, финансовые ресурсы, временные ресурсы? Ну, минимально 10. Вот. Минимально Это 10. нижняя граница. Нижняя Это нижняя граница да. рентабельности, вы говорите, как минимальную границу. Ну, я еще раз говорю, что рентабельность – это вопрос каждого конкретного проекта. Ну, я пытаюсь на какой средний показатель когда выйти. Когда идет продажа, то рентабельность, понятно, она обусловлена там издержками, текущими, да, там, на транспортировку, на хранение товара. Да, я переформулирую вопрос. Означает ли то, что вы сейчас сказали, что меньше, чем 10 проектов, в среднем, меньше, это уже признак, что надо бы поискать еще, что это уже какая-то... Абсолютно нет. Не значит нет, совершенно. Нет. Во-первых, объекты разные могут быть. Да, то есть бывают объекты, можно вести, например, там 10 квартир, там можно вести сопоставимо по площади один объект. То есть правильно понимаю, что вы можете привлекать в этой ситуации какие-то дополнительные ресурсы в виде каких-то дополнительных бригад там, или подрядные услуги? Ну, так как мы работаем давно, мы имеем достаточное количество субподрядчиков, надежных субподрядчиков, которые способны... А что такое надежный субподрядчик сегодня в Москве? Надежный субподрядчик – это же такой специфический контингент такой сложился уже. Человек, который с неким похожим отношением, да, к решению вопроса. То есть тот же самый подход к работе, что и вы практикуете у себя в компании? Да. То есть люди, которые ответственные за свои сроки, за свое качество. Люди, которые понимают задачу, люди, которые организовались не для того, чтобы осваивать какой-то конкретный бюджет, и под это вот сейчас построили структуру, а компании, именно которые понимают, что они делают. Вот, то есть есть определенные идеи, Александр, почему выбрали такое интересное название «Новый век»? Кто его придумывал, продумывал? Вы знаете, наверное, о таком направлении, как нейминг, когда название должно работать на результат. В вашем случае. Произошло это накануне миллениума, да, там за несколько лет. 2000 года? Почему-то показалось. Да. А 2 года какое название носила ваша фирма? Первая компания называлась «Новый век С». Что такое «С»? Строительство? This is a demonstration of Flip for Mac. Ну, равно как сейчас и тогда компании проходили проверку на повторяемость, и юрист, который регистрировал компанию, не мудрствовал лукавое, чтобы исключить, в общем-то, дополнительное хождение, да, ну вот она подумала, название такое, которое может появиться еще у кого-то. С, Стройков, строительство, да, вот как-то. То есть это авторство, претензии на некое авторство. Ну, Новый век да, С. в общем-то, да. Это было такое This is a demonstration of Flip for Mac. Я наблюдаю компании там со схожими названиями именно строительного направления. Ну что ж, спасибо большое, Александр. Мы продолжим наш интересный разговор буквально через несколько минут. Даже если человек копает землю, он должен делать это профессионально, утверждает директор компании «Новый век» и наш сегодняшний гость Александр Стройков. О том, как удалось сколотить коллектив высококлассных специалистов, мы узнаем в следующем блоке нашей программы «Окно в бизнес». Оставайтесь с нами. This is a demonstration of Flip for Mac. Программа «Окно в бизнес» продолжается. Сегодня в нашей студии Александр Стройков, генеральный директор архитектурно-строительной компании «Новый век». И мы возвращаемся к нашему разговору. Александр, почитав информацию о вашей компании на сайте, создается впечатление, что работают на вас сплошь профессионалы и очень большие энтузиасты. This is a demonstration создание такого коллектива занимает много времени в вашей практике. Как складывалось? Ну, всю жизнь. То есть, начиная с 1998 года, вы пытаетесь сколотить коллектив профессионалов. Ну, что-то у нас уже было к 98 году, когда мы начинали бизнес. Были люди, которые уже знали свое дело и умели работать. Вот. А дальше это постоянная работа. Постоянная работа с людьми. This is a demonstration of Flip for Mac. Опыт у нас был в тот момент, когда мы делали речной вокзал в Нижнем Новгороде, здание речного вокзала Нижнего Новгорода. Мы приехали как компания, приглашенная одной московской финансовой группой, для того, чтобы вести там работы. И была попытка, в общем-то, привести специалистов сначала. Была попытка
This is a все demonstration организовать за of счет flip-from-act. привлеченных из Москвы людей. Но через несколько месяцев стало понятно, что это абсолютно тупиковый путь, и, в общем-то, началось практически сформирование структуры, рабочей структуры там. Если есть понимание непосредственно у людей, которые управляют этим процессом, у менеджеров и у производителей работ, у инженерно-технического персонала, как должна задача решаться, какие технологии нужно использовать, и This is a достаточно demonstration of есть у них flip-from-act. сила воли для того, чтобы контролировать все это, да, ну, вот, и отслеживать это все досконально, то опыт показал, что возможно практически на пустом месте создать достаточно сильный коллектив. Но в тот момент, когда это происходило, для того, чтобы осталось 100 человек, прошло ну, где-то, наверное, около 500 человек. То есть отсев был очень серьезный. Александр, а кто вы считаете вот для This вашего is a бизнеса, demonstration и of компании вашего flip-from-act. масштаба и вашей направленности являются такими, знаете, ядром, то есть коллективообразующими позициями? Ну, помимо, безусловно, генерального директора, какие еще позиции в компании являются обязательными и обязательно сильными для того, чтобы вокруг них можно было бы уже формировать? Очень важно инженерный состав. Вот. Это, наверное, и линейный инженерный состав, те, кто работает непосредственно на объектах, но вот, и те люди, которые контролируют. This Очень is a важным demonstration of flip-from-act. элементом и персоналями являются инженеры электрики, инженеры сантехники. А сегодня, на ваш взгляд, если вы решили свои кадровые проблемы, то как, в принципе, вы оцениваете вот этот рынок этих трудовых ресурсов? А сегодня есть эти специалисты на рынке труда? Вообще очень сложная ситуация действительно как бы с профессионалами. Проблемы есть очень серьезные, и когда формируется какая-то вакансия, то уходит очень много времени на поиск именно того человека, который способен справиться с задачами. Вас сегодня не устраивает их подготовка кандидатов или их зарплатные ожидания? Ну, многие сейчас сходятся к тому, что, конечно, очень много появилось такой пены. Вот строительный рынок, наверное, один из тех направлений, тех рынков, которые были подвержены вот это вот, хлынувшей на него невостребованных абсолютно людей. Вот. И как следуя формуле там, о том, что лечить, строить и воспитывать детей умеют все, да, но вот, в общем-то в стройку вот, пришло очень много людей, которые, конечно, ни малейшего представления до этого не имели. Но опять же, это не означает, что если человек не профессионал и не имеет профильного образования, что он не способен работать в этой области, потому что и у нас очень много людей и работало, и работает, которые ну, практически пришли из других специальностей, с нуля начали осваивать эту профессию и сейчас являются профессионалами очень высокого уровня. Откуда пришли, Александр? Как вы вообще отбираете своих сотрудников? Из разных областей. Вот. Ну, люди приходили, были люди, которые приходили на должности рабочих, были люди, которые приходили на должности, может, повыше бригадиров, и они вырастали в производителей, в работ, в такой в инженерный состав именно компании. Как вы ищете это объявление? Вы прибегаете к помощи кадровых агентств? Просто вам помогают коллеги по цеху? С кадровыми агентствами как-то не очень получалось. Тоже очень сложно оценить. Нет объективных критериев оценки. Да, диплом ни о чем не говорит. Вам оценить сложно или тем, кто работает в кадровых агентствах? Тем, кто работает в кадровых агентствах. То есть вам проще непосредственно индивидуально провести собеседование и принять решение о том, будет работать человек или нет? Проще работать непосредственно с человеком. This is a demonstration ставить ему какие-то задачи. Давайте пробовать реализовать себя. Да. Вы сказали, что действительно это так, наблюдаются определенные сложности в кадровом плане, не только в вашей области, но тем не менее вы очень хорошо отзываетесь о всех своих специалистах. Я так понимаю, что вот те, кто на вас работает, это люди, знающие свое дело и более того, относящиеся к работе с душой, потому что главный принцип вашей деятельности – это как раз-таки тот самый подход, который вы и стараетесь реализовать. Как вы вообще оцениваете вот результат деятельности, результат работы своих клиентов? Это отзывы тех, кто к вам обращается? Или, может быть, у вас какая-то есть своя внутренняя шкала оценки, профессиональной оценки? Есть ли какая-либо система мотивации и поощрения? Да, во-первых, система оценки – это, конечно, количество повторных обращений.